Друзья, Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия продолжает диалоги Live Art Museum в формате творческой беседы. И сегодня в гостях у нас генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Измаиловна Трегулова. Здравствуйте. Добрый день. Зельфира Измаиловна, миссия музея, она меняется? Наверняка меняется. А вы не можете рассказать про миссию главного музея отечественного искусства Третьяковской галереи? Да, это очень хороший вопрос, тем более, что сейчас ИКОМ уже несколько лет обсуждает понятие музея и миссию музея, и как не может прийти к единому мнению. Да, конечно, она меняется, хотя неизменным, мне кажется, остается одно, и в этом мы, конечно же, апеллируем к идеям и концепциям, положенным в основу нашего музея. Идеям и концепциям, сформулированным впервые Павлом Михайловичем Третьяковым. Еще когда он был совсем молодым человеком, когда ему было 26 лет, и он первый раз уезжал за границу, он объездил всю Европу и за свою жизнь посетил 253 города, в это сложно поверить. Так вот, он сформулировал в своем завещании свое понимание того, что такое его коллекции, тот музей, который он планировал создать. Общедоступный музей, от которого будет польза для многих и удовольствие для всех. Вот эта нацеленность на людей, очень четко выраженная демократическая направленность, которая положена в основу нашего музея, так его отличает, я думаю, для нас сегодня также является путеводной звездой. И когда мы в 2015-2016 году начали после серьезнейшего международного конкурса разработку своей программы развития, мы положили зрителя и посетителя как главное, на что мы нацелены. Мы работаем для своего зрителя, мы работаем для людей. Если выражаться высокопарно, мы работаем для народа, для которого Павел Михайлович Третьяков собирал свою коллекцию изначально, предполагая, что эта коллекция станет основой первого в стране музея национальной художественной школы. И для нас, помимо того, что музей должен заниматься собиранием, хранением, изучением, вот эта просветительская миссия и наша работа как интерпретатора смыслов, заложенных в тех произведениях, которые нам доверено хранить, сегодня, наверное, становится во главу угла. Поэтому понимание того, что мы живем в другом мире, что нам нужно вырабатывать иной, с одной стороны, гораздо более изощренный и сложный язык разговора со своим посетителем, изощренный и сложный, потому что мы понимаем, с чем мы должны конкурировать. Мы конкурируем с невероятным разворотом масс культуры, мы конкурируем с иногда очень банальными точками зрения, с предвзятыми мнениями, со снобизмом. И мы должны говорить на языке, который понятен всем и каждому, а при этом не является языком упрощенным. Это очень сложная задача. И вот в этом разговоре, который будет актуальным для нашего зрителя, вне зависимости от возраста, уровня образования, мы, наверное, видим свою главную задачу. И понятно, что музей сегодня гораздо больше, чем пространство, где в традиционном белом кубе вывешены картины или представлены художественные произведения или какие-то артефакты. Музей сегодня – это мощнейший образовательный ресурс, и это еще, если хотите, возможность сложного, комплексного
многообразного времяпрепровождения. Мы прекрасно понимаем, что сегодняшний мир достаточно агрессивен и жесток, и что человеку нужно некое прибежище. И сегодня, в особенности, с учетом вот этих 2,5 лет пандемии, музей становится таким прибежищем, и он оказывает абсолютно бесценное терапевтическое воздействие на зрителя. И зрители это интуитивно чувствуют, когда мы очень активно работали онлайн в 2020 году, в то время, когда мы были закрыты в течение 5,5 месяцев. Очень многие люди мне говорили: зачем вы так активны в онлайн-пространстве? К вам же потом, когда вы откроетесь, никто не придет. Я всегда верила, что обязательно придут, и оказалось, что сегодня приходит гораздо больше людей, которые раньше в музей не ходили или раньше не ходили к нам. Мы видим невероятное омоложение своей аудитории, оно происходит и онлайн, и офлайн. И если в 2015 году, когда я пришла в музей, половина нашей аудитории составляли люди третьего возраста, то сейчас, я думаю, абсолютно превалируют люди до 35-40 лет. Зельфира Измаиловна, вы первый раз в Якутии и посетили наш музей. Расскажите, пожалуйста, о впечатлении и про искусство Якутии. Вы знаете, действительно, это очень интересная поездка. Во-первых, для меня было неожиданностью, что в Якутске много музеев. Неожиданностью было увидеть залы Национального художественного музея в идеальном состоянии. Я много слышала от своих коллег, которые работали над выставкой Третьяковской галереи с вами и с вашими коллегами, о том, что это удивительное и замечательное место, но я воочию убедилась в этом. Сейчас это не пустой комплимент. То, как вам удалось трансформировать пространство основного выставочного зала, то, какой стала эта выставка у вас, то, как вы откликались на все наши предложения, пожелания, просьбы, требования, в конце концов, то, как вам в этом деле помогало правительство Якутии и глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Вот это все, мне кажется, и привело к тому, что удалось открыть эту выставку так, как мы ее задумывали по гамбургскому счету. Это мое любимое выражение, взятое из текста Виктора Шкловского. Действительно, это выставка, адресованная всем и каждому, и говорящая со зрителем невероятным языком лучших произведений русского искусства, одновременно сопровождаемые интереснейшими текстами, которые присутствуют и в этикетках, и в каталоге, ну, подтверждение того, что то ноу-хау, которое мы выработали за последние годы в Третьяковской галерее, которое обеспечило нам невероятный интерес и приток и зрителей, и общественного внимания, что это возможно распространять и на регионы. И мне кажется, что весь этот кейс – это потрясающая история того, как, когда ставится серьезная, большая, очень амбициозная цель, этой цели можно достигнуть, не поступившись ни одной мелочью. И для меня было очень интересно познакомиться с коллекцией якутского искусства, и с резной костью, и со скульптурой, и с живописью. И было очень приятно увидеть здесь, в ваших залах, несколько работ, которые я хорошо помню по большим всесоюзным выставкам, и увидеть, как много в Якутии очень серьезных художников абсолютно неконъюнктурного свойства, предлагающих какие-то очень интересные решения и
Опять же, даже сама церемония открытия выставки из Третьяковской галереи здесь, она показала невероятную живость и живучесть национальных традиций, которые удивительнейшим образом сплетаются с традиционной художественной выучкой, высочайшей степенью профессионализма, но вот эти идеи, концепции, которые лежат в основе национальной культуры, они интереснейшим образом притворяются в рамках традиционных живописных полотен. Зельфира Измаиловна, спасибо большое за такие прекрасные слова. И мы знаем вас как руководителя, который пришел в Третьяковскую галерею и абсолютно повернул деятельность галереи по-новому. Появились удивительные масштабные выставочные проекты. Вот какие выставочные проекты вы для себя бы лично выделили как вот новое слово, да, вот в деятельности и Третьяковской галереи в принципе? Я думаю, что придется начать с выставки Валентина Серова и с самого понятия очереди на Серова, которое стало сейчас просто идиоматическим выражением. Серов – один из моих любимых художников. Я писала по нему и по Врубелю свою дипломную работу, своего учителя, одного из самых выдающихся искусствоведов Михаила Михайловича Алинова, который не только преподавал историю русского искусства, он учил видеть в живописи и в искусстве глубочайшие скрытые в них смыслы и воспринимать художественное произведение в контексте всей культуры своего времени. И когда я пришла в Третьяковскую галерею в феврале 2015 года, я увидела в плане на осень ретроспективу Валентина Серова. Я немедленно попросила кураторов и отдел выставок представить мне проект, и увидев то, как они мыслят себе эту выставку, я поняла, что мне придется в этот процесс вмешаться. При этом могу сказать, что я не добавила и не убавила ни одной работы в списке. Вопрос был не в том, что показывать, вопрос в том, как показывать. И для меня лично это был невероятный вызов, потому что это был тот пробный камень, на котором, как я понимала, станет понятно, я пришла на свое место или, в общем, у Третьяковской галереи мог бы быть другой директор. То есть для меня этот проект значил невероятно много. Видимо, вот та энергетика, которая долго во мне копилась, я пришла на эту должность в 60 лет, в тот момент, когда мои европейские или американские коллеги уже подумывают о выборе спокойного места профессора в университете, потому что 65 лет, и каким бы ты ни был гениальным музейным директором, ты должен покинуть свой пост. Вместе с коллегами мы встречались многократно, раскладывая в огромном гигантском директорском кабинете на Крымском валу, который я в скорости после этого отдала под экскурсбюро, поскольку мне было там крайне неуютно. Мы вынесли всю мебель и раскладывали эту выставку на полу, перетасовывая и пытаясь проговорить и понять, что же мы хотим сказать этой выставкой. И вместо замкнутой, закрытой архитектуры, концепция архитектурного решения была построена на каких-то закрытых компартиментах. Я предложила архитектору пойти по совершенно иному пути. Распахнуть все экспозиционные пространства и представить картины Серова так, чтобы зритель, когда он открывал дверь, у нас дверь небольшая, невысокая, и когда ты дергаешь за ручку, ты не понимаешь, что ты оказываешься в зале на 1500 квадратных метров, чтобы когда человек открыл эту дверь, он бы остолбенел, и у него бы вырвался возглас «А!» и все. И ты его завоевываешь с первого шага. Так и получилось.
И самое главное, что люди это почувствовали сразу. Потом возникли легенды и апокрифы, что очередь возникла после посещения выставки президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович пришел на выставку за 10 дней до ее окончания. Да, после этого случился этот казус со сломанной дверью, когда у нас столкнулись очередь в кассу за билетами и очередь с уже купленными заранее электронными билетами. Но в первые же выходные, точно так же, как показ фильма и его судьба определяется кассовыми сборами в первый уикенд после релиза фильма. В первую же субботу у нас пришло 4700 человек, и в первое же воскресенье 5200 человек. А вообще на выставку за 3 месяца работы пришло 485 тысяч человек. Люди стояли на морозе в декабре и в январе по 2–2,5 часа. Мы подгоняли полевую кухню, раздавали бесплатно чай и кофе. Департамент транспорта Москвы подогнал автобусы, чтобы люди могли греться. Возникла целая серия анекдотов. В конце концов, Сергей Шнуров модифицировал, вернее, свою известную песню на Лабутенов, заменив на выставку Ван Гога, на выставку Серова, и в первой же неделю у этого клипа было, по-моему, 20 миллионов просмотров. Но дело не в этом. Работало сарафанное радио, что это та выставка, которую невозможно пропустить. И я при этом с опаской заходила через служебный вход здания на Крымском валу. Мы вынуждены были выпускать зрителей через служебный вход, потому что мы не могли разрулить встречные потоки на входе из-за количества посетителей. И мне было как-то неловко от того, что меня узнают и скажут: ну что же вы тут нам устраиваете, мы по 2 часа стоим в очереди. И я даже как-то начинала даже превентивно извиняться: ой, извините, вы вот так долго стояли в очереди? Они говорят: да, мы 2 часа простояли в очереди на морозе, но зато потом было 3 часа абсолютного счастья, и это того стоило. Эта выставка очень многому нас научила, в том числе и тому, что нельзя устраивать очередь. А очередь была гигантская, у нас есть фотография с дрона, ну, я не знаю, наверное, на полкилометра, точно. Это, конечно, еще и показывает, что отечественная публика невероятно восприимчива к великому искусству. А этой выставкой мы застолбили навеки место Серова в истории не только отечественного искусства, но и европейского искусства. Место Серова как одного из самых величайших художников. Теперь это не оспоримо. И при этом мы создали феномен очереди на выставку русского художника. Феномен гигантской очереди и гигантской востребованности в отношении русского искусства. До этого вот такие очереди окружали только Пушкинский музей, когда туда привозили выставки типа 100 шедевров музея Метрополитен, и это было 100 шедевров, снятых со стены, или Монна Лиза. Мы создали феномен невероятного интереса к отечественному искусству, а оно недооценено и в нашей стране, было недооценено, сейчас ситуация другая. Я думаю, что Третьяковская галерея очень многое сделала для того, чтобы эта ситуация изменилась, и недооценено в мире, и мы последние 7 лет сделали невероятно много для того, чтобы стимулировать огромный интерес к русскому искусству XIX-XX веков, не только к авангарду во всем мире, сделав выставки в крупнейших музеях мира, в том числе и в музеях Ватикана. Это была невероятная выставка «Русский путь» от Дионисия до Малевича, развернутая в крыле Карла Великого собора Святого Петра в архитектуре Бернини, внутрь которой была врезана архитектура
Сергея Чобана, известнейшего архитектора, с которым мы очень часто работаем, как с архитектором своих выставок. И я имела невероятную честь 40 минут водить по этой выставке папу Франциска I. Так вот, возвращаясь к выставкам, я бы сказала, что следующий... Мы сделали много интересных выставок. Важнейшим проектом для нас была выставка Гелия Коржева, чьи работы есть в коллекции вашего музея. И фантастический натюрморт «Супницы и горшки» представлен в экспозиции нашей выставки. Это было открытие величайшего советского художника, как художника глубинных смыслов и как масштабнейшей и очень трагической по-своему фигуры. И тут мы как бы тоже обозначили какие-то аспекты своего ноу-хау. На выставку пришло 90 тысяч человек. Это очень много для художника, которого мало кто знал, причем нам удалось привезти 35 работ художника из Америки, из американского частного собрания в Миннеаполисе от господина Рэя Джонсона, который методически скупал в течение 90-х и нулевых работы Гелия Коржева. Интереснейшей была выставка «Некто 917 год», где мы представили удивительный, абсолютно объективный срез художественной картины 1917 года, не добравшая своего зрителя, потому что люди считали, что это очередная выставка к дате, к столетию революции. Но для меня, пожалуй, после Серова самыми прорывными были две выставки 2021 года. Это выставка «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Я открою маленький секрет. После окончания искусствоведческого отделения МГУ и после дипломной работы, посвященной русскому искусству, была приглашена на западную кафедру в аспирантуру и писала диссертацию о европейском искусстве первой трети XIX века и в первую очередь о немецком романтизме. Поэтому для меня это была моя тема, и я, как и, например, куратор Третьяковской галереи Сергей Фофанов, мы долго и долго думали над тем, почему никто никогда не предлагал эту тему как тему для выставочного проекта или для какого-то исследования. Потому что, если говорить о романтизме, и о взаимодействии немецкого романтизма с европейским искусством, то абсолютно конгениально немецкому романтизму было именно искусство романтизма в России. Нам удалось создать интереснейший проект, куда были инкорпорированы и произведения выдающихся современных художников, западноевропейских, американских и русских, являющихся продолжателем романтической традиции. Эта выставка была первым в России примером сотрудничества музея с великим живущим архитектором. Таким архитектором стал Даниэль Либескинд, автор абсолютно уникальных построек, в том числе музея в Берлине, музея в Дрездене, квартала, который был построен на месте разрушенного мирового торгового центра в Нью-Йорке. Работа с ним – это было взаимодействие с человеком, который был не просто архитектором этой выставки, он стал как бы нашим со-куратором, человеком невероятно увлеченным русским искусством и русской культурой, и очень многим обязанным искусству русского авангарда. Даже в период пандемии, а мы несколько раз, перенеся открытие выставки, открыли ее 20 апреля 2021 года, он смог приехать на открытие выставки из Нью-Йорка. Мы делали эту выставку и в Дрездене, и это был удивительный пример
сотрудничество единомышленников. И я счастлива, что мне опять выпала огромная честь представить эту выставку президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, на которого она произвела действительно очень серьезное, очень глубокое впечатление. И я считаю, что этот проект стал прорывным не только для Третьяковки, это был прорыв для всего выставочного и музейного дела не только в России, но и в Европе. И я цитирую здесь немецких коллег, главы Саксонии, господина Михаэля Кречмара и многих других директоров европейских музеев, которые смогли увидеть эту выставку в Дрездене, когда у нас там была совместная встреча в октябре прошлого года. И, конечно, это выставка Михаила Врубеля. У нас, конечно, был опыт выставки Серова, и мы понимали, что сейчас мы должны сделать что-то, что по воздействию превзойдет выставку Серова. И, конечно, мы вложили в этот проект весь тот опыт, который был накоплен, взгляд со стороны. Мы пригласили в качестве сокуратора выставки сотрудника Государственного Эрмитажа Аркадия Ипполитова, одного из моих самых любимых кураторов и авторов искусствоведческих текстов. Мы с ним делали до этого выставку и собрание Пинакотеки Ватикана в Третьяковке. И та выставка в Ватикане, которую мы делали, она делалась также в сокураторстве с Аркадием Ипполитовым. И здесь серьезнейшим соавтором стал Сергей Чобан, чье имя я уже упоминала, архитектор этой выставки. Но, наверное, самое главное было сделано куратором выставки от Третьяковской галереи Ириной Шумановой, которая предложила интереснейшую концепцию показа того, как Врубель стал настоящим пророком, предвосхитившим на 100% искусство 20-го столетия. И при этом мы начинали не как обычно, родился, женился, учился. Мы начинали сразу с главных работ, с картины «Царевна-лебедь» из 3 демонов, которые впервые с 1956 года были объединены в одной экспозиции. А дальше ты шел через рассказ о сложнейшем внутреннем мире художника, о пути опыта, эксперимента, о пути, на котором взаимодействие с музыкой, с оперой, со сценой играла принципиальную главенствующую роль, и это переплеталось с фактами биографии, потому что именно на сцене и в зале оперного театра он познакомился со своей женой и музой Надеждой Ивановной Изабелла Врубель через рассказ о сложном пути, непризнания, о болезни, о душевной болезни, о пребывании в нескольких клиниках для душевнобольных и первом в истории подробном показе того, что было создано в период пребывания в клиниках, через последние вещи, где он возвращается и к образу пророка, и к образу архангелов, образов, с которых он начинал, когда готовил эскизы для неосуществленных, увы, росписей во Владимирском соборе в Киеве. И действительно все зрители проходили через эту экспозицию, как будто проживая жизненный путь Врубеля, вплоть до последних работ, создаваемых уже полуослепшим художником, и выходили из зала в состоянии катарсиса и со слезами на глазах. И вот такого эмоционального отклика на то, что мы делаем,
мы, наверное, не видели никогда. И на эту выставку, несмотря на то, что мы принимали только 50% своих посетителей в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые мы неукоснительно блюли, и только по QR-кодам на выставку пришло 312 тысяч человек. Последний месяц мы работали с 9 до 23, а последние 3 недели вообще без выходных, 7 дней в неделю. И так и не приняли всех тех, кто хотел посмотреть эту экспозицию. Возвращаясь в Якутию, Зельфира Измаиловна, вот на выставке «Сокровища Третьяковской галереи» есть работа, которую вы особо для себя выделяете. Расскажите про нее, пожалуйста. Ну, наверное, здесь все-таки несколько таких работ. Я очень люблю раннего Алексея Саврасова и его полотно «Сельский вид», на самом деле гораздо менее известное, чем, например, «Грачи прилетели». Это одна из самых дорогих для меня работ на этой выставке. Она демонстрирует невероятное мастерство художника, которое как бы потом воплотилось в его учениках, в невероятно талантливом, но рано умершем Федоре Васильеве и, конечно, в работах Исаака Левитана, картина которого «Весна, большая вода» экспонируется рядом. Я выделяю на этой выставке, конечно же, портрет великого хирурга Пирогова, работы Ильи Репина. Несмотря на камерные размеры, мне кажется, что наряду с портретом Мусорского этот портрет принадлежит к числу 2-3 самых выдающихся портретов Ильи Репина, чью ретроспективу мы делали в 2019 году. 600 тысяч человек пришло на эту выставку. Одна из самых важных работ на выставке для меня – это, конечно же, работа Петрова-Водкина «За самоваром». Очень сложное, умное, сложное произведение, построенное на полутонах, на какой-то неразрешенной, но предугадываемой коллизии, невероятно сложно построенное, с отражением всего того, что происходит, и всего того, что стоит на столе в вогнутой поверхности почти зеркальной самовара. Ну и переходя в последний зал экспозиции, там присутствуют 2, наверное, самые важные для меня работы советских художников. Это картина Виктора Попкова «Шинель отца». Мне кажется, наиболее важная в советском искусстве рефлексия о войне и переживания войны. Отец художника погиб в первые 2-3 недели войны, когда Виктору было всего 8 лет, и для него это было очень личным переживанием, но картина выходит далеко за рамки того, что делали советские художники, изображая войну или пытаясь выразить свои эмоции, чувства и рефлексию в отношении Великой Отечественной войны. И, конечно, это абсолютный шедевр Гелия Коржева, чье имя я уже упоминала, «Горшки и супницы». Я считаю, что после Петрова-Водкина в 20-е годы это лучший натюрморт в советской и русской живописи и один из самых лучших натюрмортов в европейском искусстве второй половины 20 века. Зельфира Измаиловна, спасибо большое за очень интересный разговор. И, пожалуйста, в конце нашего диалога пожелайте нашим зрителям что-то такое, ну вот, для якутян. Сегодня соприкосновение с искусством невероятно важно для каждого человека. В залах художественных музеев мы подпитываемся совершенно особенными чувствами
и эмоциями, начинаем думать по-иному, отгораживаясь от той реальности, которая иногда бывает очень драматической, очень непростой, вступая в прямой диалог с художественными шедеврами, ты насыщаешься какой-то совершенно особой энергетикой. И я желаю всем, кто придет на эту выставку, испытать самые сильные чувства и эмоции, получить те впечатления, которых они не забудут до конца своих дней. Я присоединяюсь с удовольствием к словам Зельфиры Измаиловны. Мы всех ждем на выставке «Сокровища Третьяковская галерея». Приходите в музей.